Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире прямая линия главы республики. Вячеслав Михайлович сейчас сидит напротив меня. Он готов целый час отвечать на ваши вопросы, которые вы можете задавать по телефону студии 46 90 60. Номер сейчас высветится на ваших экранах. У нас еще, Вячеслав Михайлович, сегодня запланированы прямые включения с городами и районами. Наша съемочная группа работает в Эжвинском районе, и люди уже подошли со своими вопросами. Но начнем мы, как обычно, с обзора событий, которые случились в последнее время. Давайте посмотрим. Модис ЛПК выходит из Союза лесопромышленников Коми. Свое решение руководство предприятия обосновывает тем, что сегодня у него в повестке дня такие вопросы, решить которые не под силу не только Союзу, но и правительству региона. В Уссыльском районе открылась новая овчарня на 500 голов. Общая стоимость проекта 18,5 миллионов рублей. Здесь будут выращивать овец печорской породной группы. В центре Сыктывкара открыта детская площадка стоимостью 40 миллионов рублей. Возвышающийся над ней фрегат, по замыслу авторов проекта, символизирует путь из детства во взрослую жизнь. Правда, у самих горожан он вызвал противоречивые чувства. В Сыктывкаре прошел фестиваль науки, организатором которого стал университет. За 4 дня на его площадках прошло около 60 мероприятий, призванных заинтересовать наукой молодежь. На Сыктывкарском митинге в рамках Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд сожжена аббревиатура МРОТ. Заместитель председателя правкома шахты Интинская такой необычный финал политической акции счел неуместным и глупым. Выйти и свести общую работу к шоу подло, заявил Александр Тимидась. Верховный суд Коми на основании вердикта присяжных в деле о заказчиках поджога Ухтинского торгового центра «Пассаж» вынес оправдательный приговор. Непростое решение народные судьи приняли лишь со второго раза. Сразу после его оглашения братьев Махмудовых и Валентина Гаджиева освободили из-под стражи прямо в зале суда. В Сыктывкаре и Воркуте прошла вторая международная научная конференция «История развития северных регионов России. Принудительный труд в ГУЛАГе». В центре ее внимания система сталинской экономики, неотъемлемой частью которой стали исправительно-трудовые лагеря. Правительства Коми и Москвы подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили Вячеслав Гайзер и мэр столицы России Сергей Собянин. Сенатор от Коми Евгений Самойлов подготовил законопроект, направленный на пресечение пьянства вахтовиков в поездах. Нетрезвому пассажиру придется заплатить штраф в 5000 рублей или провести за решеткой 15 суток. В Республику Коми придет новый крупный налогоплательщик. Это дочернее предприятие «Зарубежнефти» «Русь-Вет-Петро». Компания уже работает в Усинске. Здесь у нее разработки пока 3 месторождения, но в скором времени их станет на десяток больше. Это был журналистский взгляд на события. Возможно, какие-то вы бы выделили особенно? Ну, во-первых, я хотел бы сказать добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, а что касается выделения каких-то вот особых, что ли, да, событий из того, что мы сейчас услышали, то мне, наверное, как главе республики, хотелось бы, как мероприятие общереспубликанского значения, выделить, конечно, приход от дочернего предприятия «Зарубежнефти» «Русь-Вет-Петро» на территорию республики, регистрация в Усинске, потому что свою производственную деятельность, как от базы, отталкивающейся от Усинска, предприятие уже осуществляет. А вот регистрация очень важна, потому что это дает дополнительный налоговый потенциал и республике, и Усинску. Второе, наверное, по значимости такой же уровня общереспубликанского события — это подписание соглашения с Москвой, с мэром Москвы, с господином Собяниным, потому что это очень важный момент для республики, поскольку Москва — это ворота для, так сказать, входа инвестиций в любой субъект. И в этом смысле Коми не исключение. Нам было очень важно не просто в очередной раз напомнить о возможностях республики, да, но и через мэра Москвы, возможности мэрии Москвы заявить о себе деловым кругам Москвы.
С точки зрения важности или актуальности проблемы, то можно отметить, наверное, вот законопроект, который наш сенатор Евгений Самойлов разработал, внес, потому что вот это пьянство вахтовиков — это такая проблема, которая уже с бородой, к сожалению, она затрагивает очень многих жителей республики, которые передвигаются у нас по Северной железной дороге. Я всецело поддерживаю такой подход и считаю, что это абсолютно правильные шаги. Ну а как горожанин, конечно, мне очень приятно открытие вот этой новой детской площадки в Сыктывкаре. Мне, например, она очень нравится. Мне нравится то, что, как меняется вот, лицо города Сыктывкара. Шаг за шагом появляются новые объекты, которые, пусть даже они и вызывают, вот, как сказать, неоднозначную реакцию жителей Сыктывкара, но с одним, наверное, трудно не согласиться. Да? Это, тем не менее, меняет облик города в лучшую сторону. И если уже говорить об этой тематике, я считаю, что реконструкция Кировского парка в Сыктывкаре — это будет вот такой следующий шаг, очень важный и интересный, да, который тоже внесет свою лепту в изменение лица нашей столицы. Ну, наверное, вот так. Вячеслав Михайлович, мне подсказывают, что есть звонок. Давайте послушаем. Конечно. Вячеслав Михайлович, звонок из Нижпогоста. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас очень волнует судьба завода ДВП. Точнее, наша судьба. Завод — это благополучие наших семей. Это развитие района. Чего нам ждать? Спасибо. А подскажите, пожалуйста, как вас зовут? Имя, отчество. Елизавета. А по отчеству? Елизавета Сергеевна. А вы работаете там на заводе? Да, я работаю на заводе ведущим менеджером отдела по работе с персоналом. Елизавета Сергеевна, ну, во-первых, большое спасибо за вопрос, потому что он действительно очень важен, и не только для тех людей, которые работают на заводе ДВП, он важен, естественно, для всего района, а в общем-то и для всей республики. И судьба завода, и, так сказать, его будущее, естественно, не безразлично правительству. Мы понимаем, как важно сохранить производство на базе вот, Княжпогосского промузла, на базе Княжпогосского завода, не только с точки зрения сохранения рабочих мест, хотя, наверное, это самая главная задача, да, но и с точки зрения развития возможностей экономики района, потому что на это завязана сказать, возможность не только стабильно людям получать заработную плату, но и развиваться району в целом. Поэтому, учитывая проблемы, которые начались со сбытом продукции завода в свое время, а здесь тоже большого секрета нет, они начались тогда, когда себестоимость продукции, выпускаемой с завода, стала достаточно сильно превышать, в общем-то, стоимость самого продукта, который выпускает завод. Вот на сегодняшний день разница это составляет почти 10 рублей на там, квадратный метр. Это очень большая разница. И, конечно, для того, чтобы... Все это как бы связано с тем, что технологии, оборудование, которое используется вот, в производстве плиты на сегодняшнем заводе, конечно, достаточно устаревшие. Требуется модернизация производства. Поэтому мы для себя, когда стали помогать собственникам завода, то есть менеджменту, разрешать эту проблему, мы ее разложили на две части. Первое — это все-таки постараться сохранить производство вот того продукта, который завод выпускает. И какие меры, и проработали с менеджером, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы себестоимость снизить. И мне очень приятно, что, в общем-то, эта работа свои плоды дала, и на сегодняшний день вот, собственники завода подписали уже, вот, как я обладаю информацией, на сегодняшний день договор о переходе, о сдаче в аренду, значит, производства второго цеха, для того, чтобы можно было запустить заново производство плиты. В ноябре месяце, собственно, это производство возобновится, придет туда, по моим данным, Владимирская
фирма «Плитный мир», которая специализируется на выпуске плиты, и второй цех заработает. Но мы прекрасно понимаем, что это только промежуточный, да, шаг, который необходимо сделать, но тем не менее нужно думать над тем, как комплексно использовать оставшуюся территорию и оставшиеся мощности этого завода. А это значит, что надо было проработать и другие какие-то варианты перепрофилирования производства, выпуска какой-то другой продукции. И в этом направлении сегодня Министерство промышленности очень тесно и глубоко работает со всеми возможными интересантами и инвесторами, начиная от возможности добычи и переработки торфа, а в окрестностях Емвы очень крупное месторождение торфяное, там, запасами 57 миллионов тонн находится в Иджит-Нюре. Поэтому фирма, организация располагается в Ухте, сегодня с Минпромом отрабатывает возможность открытия такого производственной территории на площадях завода. И это как одно из направлений, которое может выстрелить и сыграть свою роль. Кроме этого, рассматриваются и возможности открытия лесопильного производства, соответственно, развитие дальнейшего энергетических мощностей самого завода, а это тоже возможность не просто сохранить там определенную часть работающих людей, но даже увеличить их, потому что для этого есть все сегодня возможности. И хочу сказать, что в любом случае, при любых раскладах, правительство в стороне от судьбы завода не останется. И мы будем делать все возможное, чтобы максимально плотно не просто возобновить промышленное производство на этой площадке, а сделать его наиболее комплексным. То есть пусть это будет несколько направлений, пусть мы дадим возможность людям переучиться, сменить, может быть, профиль работы, но зато получить стабильное место работы, которое будет давать стабильный заработок. Уже следующий звонок. Мне говорят, что дозвонились из Ижмы. Не забудьте, пожалуйста, представиться. Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Меня зовут Виталий. Я житель села. Родился и вырос в селе. Хочу заняться собственным делом, выращиванием скота. Понятно, что нужно трактор, оборудование различное, чтобы облегчить труд. Помогите, куда обратиться, чтобы начать свое дело, и на какую помощь я могу рассчитывать. Ну, что я хотел бы для начала сказать, что меня очень радует вот такой вопрос. Почему? Потому что желание вот Виталия заняться не просто своим делом, а именно делом в области сельскохозяйственного производства говорит о том, что вот все разговоры по поводу того, что это неинтересная тема, сельскохозяйственное производство на севере это ерунда, что люди, население хотят работать, это абсолютно чушь. У нас очень работящие люди. И я хочу сказать, что все те формы поддержки, которые мы на сегодняшний день оказываем сельскохозяйственному производству, они дают на сегодняшний день в республике всем желающим заняться своим делом, не просто попробовать себя в этом, но и решить самые главные вопросы. Потому что ведь, начиная свое дело, надо от чего-то оттолкнуться. Не у каждого есть какой-то стартовый капитал. Поэтому та государственная программа, которую мы на сегодняшний день в республике реализуем, развитие сельскохозяйственного производства, она дает возможности в том числе решать эти вопросы. Куда нужно обратиться? Обратиться надо в первую очередь в Министерство сельского хозяйства и продовольствия. На местах у Минсельхоза есть свои управления, в Ижме тоже. И те виды поддержки, которые вам могут оказать существенную помощь, в принципе, я могу даже и сейчас, собственно, назвать, потому что то, что касается поддержки крестьянских фермерских хозяйств, это достаточно такой широкий спектр вот этой поддержки. Ну, начиная, например,
от возможности получить субсидии там, до 1,5 миллиона рублей на открытие вот этого нового дела, единовременной помощи там, в размере 250 тысяч рублей на бытовое обустройство, так сказать, вот, нового фермера и хозяйства, возможности получить субсидирование государственное, вернув свои затраты частично, да, по разным видам техники и механизмов, которые вы сможете использовать в своем труде. Если говорить, допустим, о тракторах и вот подобной технике, это до 50% можно вернуть с помощью вот субсидий республики. По кормоуборочной технике до 70%. Соответственно, до 70% можно вернуть средства, которые будут затрачены, допустим, на тоннары, да, на ту технику, которая позволит цивилизованным образом торговать своей продукцией фирме и так далее. То есть, на самом деле, очень много видов вот этой поддержки, и я думаю, что и уверен в том, что квалифицированный вот этот ответ специалисты Минсельхоза обязательно дадут. А с точки зрения того, как играет, какую роль эта поддержка, то в принципе я могу назвать только вот две цифры. Если опять же память мне не изменяет, то за буквально последние там 3 года, по-моему 3 или 4, 3, наверное, даже, вот количество фермеров у нас еще 3 года назад, крестьянских фермерских хозяйств, было порядка 270. Вот в этом году, по итогам 9 месяцев, их уже больше 550. Поэтому я считаю, что обязательно, раз есть такое желание, необходимо пробовать, а мы со своей стороны обязательно поможем. Но что я хотел бы еще сказать. Вот выслушав вас, я понимаю, что мы до сих пор не смогли решить одну из самых главных задач. Это каким образом информировать, да, людей, население о том, какие, собственно, виды поддержки государство сегодня оказывает. Но вы же целую программу под это дело затеяли. Не просто программу. Ну, программу-то ладно, мы ведь начнем с того, что тот же Минсельхоз, он ведь ежегодно издает в том числе и печатную продукцию, да, которая, вот, допустим, по его направлению очень подробно вот, о такой поддержке рассказывает. Но что по линии Минсельхоза, что по линии там других, вот, допустим, социальной помощи какой-то, да, или там по линии ЖКХ, я все время сталкиваюсь и на личном приеме, и через там изучение материалов, которые общественная приемная мне предоставляет, да, там, на страничке своей там ВКонтакте, что люди не понимают, а где эту информацию видеть, откуда, как ее, так сказать, узнать-то. И вот проект, который, собственно, мы тоже сейчас задумали, «Полезное государство» мы его назвали, он будет в том числе направлен на то, чтобы вот эту вакуум этот информационный все-таки каким-то образом снизить. Он будет развернут на базе агентства Коминформ. Очень четко будет структурирована в соответствующем разделе вся информация там, по видам государственной поддержки, по тем категориям граждан, которые могут ее получать. И там это касается и социального блока, и блока по линии там, поддержки через Министерство экономического развития, Минсельхоза и так далее. То есть весь блок информации, который необходимо посмотреть человеку, чтобы понять, а что он в республике родной, да, от государства может какую помощь получить, и самое главное, куда с этим обратиться. Вот обратиться, кстати, можно в филиалы ваших общественных приемных. Нужно. Вот одна из них сейчас уже на связи. Это Вуктыл. Смотрим на экран. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Павел Добровольский. Я обращаюсь от жителей города Вуктыла. Вячеслав Михайлович, вы знаете, что Вуктыл ежегодно испытывает большие сложности с переправой через Луку-Печора. Скоро мы будем отрезаны от большой земли. Данная ситуация у нас возникает каждый год. Скажите, пожалуйста, будет ли у нас мост? Если будет, то когда? Вообще ожидаемый вопрос из Вуктыла, да, про мост. Да, ну, наверное, действительно он ожидаем, особенно с учетом тех событий, которые происходили в этом году, да, в организации летом в районе
возможности вот, перевозки через реку и транспорта, и людей, проживающих в районе. Действительно, он ожидаемый. Вот что я хотел бы сказать по теме возможности строительства моста. Конечно, когда-то мост на Вуктыл появится. Но я сразу хочу сказать, что в среднесрочной перспективе, наверное, нет. И почему? Потому что мы всегда говорили, и я, и, собственно, правительство республики, что проблему, связанную с транспортной доступностью в целом по республике, мы очень четко поделили по приоритетности решения задач. И на сегодняшний день, я напомню, и это, собственно, тоже не секрет, у нас еще порядка половины муниципалитетов республики не имеют устойчивой круглогодичной связи с опорной сетью автомобильных дорог. Направление есть, движение невозможно, как по пресловутому серпантину. Если возвращаться вот к проблеме транспортной доступности на Вуктыле, то, ну, может быть, вспомните, если вы присутствовали тогда, да, может быть, так сказать, я сейчас просто сам напомню, то когда, став главой, я приехал на Вуктыл, и мы обсуждали те вопросы, которые в транспортной доступности Вуктыла являются наиболее важными и значимыми, и на тот момент, и на сегодняшний день, я точно так же считаю, да, то главный вопрос, который тогда возникал, и который мы решили в первую очередь в республике, это обустроить подход к Вуктылу, те 30 с лишним километров, которые, ну, вот направление было, дороги не было. Сегодня мы ее сделали. Да, пока не в асфальтовом исполнении, но мы сразу говорили, что первый этап, главный был добиться, да, это дать возможность круглогодичного устойчивого движения с Вуктыла. И мы это сделали. Вторым этапом, вот мы должны решить вопрос асфальтирования окончательного, да, этого участка дороги. И это тоже в планах стоит. Так вот, если мы будем выбирать, сегодня так вот стоит вопрос, да, строительство моста на Вуктыл, который стоит в сегодняшних ценах 3 миллиарда рублей, это сопоставимо практически с годовым объемом годового дорожного фонда республики, из которого мы содержим дороги, мы их ремонтируем, текущий ремонт, капитальный ремонт проводим, строим новые, так сказать, дороги, в том числе в тех направлениях, которые вообще не существуют на сегодняшний день. Вот как в этом году обход серпантина. Естественно, что вот при выборе такого приоритета, и даже если мы возьмем чисто Вуктыльский район, то правительство выберет асфальтированную от этого участка 30, вот эти пресловутые 30 километров, чтобы дорога в конце концов стала в том виде, как она должна быть. Но при этом вопросы переправы, вы абсолютно правильно ставите вопрос, они очень важны, как они решаются. Я недаром начинал вот свой ответ на ваш вопрос с того, что вспомнил летние как бы события. Вот если на уровне района не будет при решении таких вопросов нормальное взаимодействие, согласованных, да, действий руководителя района, хозяйствующих субъектов, но вообще подходов к тому, как надо готовиться к летней вот этой навигации, то, конечно, будет бардак. То, что, собственно, мы в этом году и получили. До тех пор, пока правительство республики там, и лично я не вынужден был вмешаться в эту ситуацию. Я напомню, что мы ее решили через привлечение мощностей республиканской транспортной компании, которая перевозками занималась. Если бы это все было учтено, как положено, руководством района, и было подготовлено технические средства, как положено, к началу навигации, не было бы этих скандалов. Что мы сегодня дополнительно к этому делаем? Мы, вот как и обещали, решаем вопрос по заказу парома грузопассажирского, который даст возможность перевозить и транспортные средства, и людей, подобно тому, который мы заказали на Усыльму.
и мы его, соответственно, доведем до логического завершения, этот паром на Вуктыле тоже появится. Мы решили вопрос по возобновлению авиасообщения. И это тоже дополнительная возможность, которая, особенно в сезон там, вот сегодняшний, когда в нормальном виде навигация уже невозможна, дает возможность передвижения не только внутри района, там, где вертолетное авиасообщение мы опять возобновили, вперед Распутиц, но и самое главное, то, что называется, с большой землей. Вы знаете, что сегодня авиационное сообщение идет там по соответствующему маршруту, включая Ухту, но, насколько я обладаю информацией, с конца ноября предусматриваются возможности прямого сообщения Ухты-Сыктывкар. И мы и дальше будем этим заниматься. Поэтому, безусловно, в порядке вот решения очередности проблем, связанных с транспортной доступностью, вопрос строительства моста никто, как это сказать, с повестки дня не снимает, но только в порядке вот, очередности решения проблем транспортной доступности в республике. Вот такой будет подход. Спасибо Вуктылу. Мы сейчас прервемся на пару минут и вернемся. Будем дальше отвечать на ваши вопросы. Рай на Коми-земле. Здравствуйте. А до рая далеко? Рай там. Рай, проехали уже? Да. Какая она, райская жизнь? Об этом вы узнаете в программе «Коми Инкогнито» 30 октября в 20:00. Игорь Костолевский, Евгений Леонов, Эммануил Виторган и Лариса Удовиченко. И это все о нем. Насмерть бьешь столетов. Разве это по-комсомольски? По-комсомольски. Любимое советское кино на Юргане. Развитие региональной авиации – одна из приоритетных задач новой республики. Только в феврале 2013 года в аэропорту Сыктывкара приземлился первый Л-410. Но уже сейчас на этих самолетах можно добраться по воздуху во все удаленные города и районы Коми. Регион активно восстанавливает некогда забытые взлетно-посадочные полосы в Вуктыле, Кослане, Ижме, Троицко-Печорске. В августе 2013 года открыто прямое авиасообщение между Сыктывкаром и Пермью. На очереди полеты в Челябинск и Тюмень. Новая республика. Новый этап развития региона. Быдло. Бытторьен. Быткаде. Мивочам ты, Андора. Медым виштавны ты, Ангелыш. Миян ез учтасы. Миян Езудштас. Признание конкурслен лауреат Будунча Эфирин. Мы приветствуем всех, кто только что к нам присоединился. Я напоминаю, что глава республики Вячеслав Гайзер отвечает на ваши вопросы в прямом эфире. Сейчас с нами на связи Эжва. Там работает наша съемочная группа и Татьяна Супряткина. Татьяна, как вы нас слышите? Замечательно мы вас слышим. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Вячеслав Михайлович. Мы находимся в Ижемском районе Сыктывкара. Здесь перед зданием администрации собрались местные активисты, которые всегда в центре общественной жизни. Люди все подходят, нас становится все больше, многие подготовили свои вопросы. И мы не будем терять времени, я предоставлю им такую возможность. Итак, кто же готов первым пообщаться с главой республики? Кто самый смелый? Подходите. Да, конечно, пожалуйста. Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Меня зовут Круглова Анжела Александровна. Мы так называемый обслуживающий и технический персонал. Вячеслав Михайлович, скажите, пожалуйста, преподавателям вот подняли заработную плату. Мы, конечно, за это очень рады, и это правильно. А как же мы, обслуживающий персонал?
У нас как была маленькая зарплата, так она и остается. Вы можете нас обнадежить чем-нибудь? Спасибо. Спасибо за вопрос, Анжела Александровна. Ну, вы знаете, я здесь новость, наверное, не скажу, что вот те повышения заработной платы, которые у нас в социальной сфере сегодня в первую очередь происходят, и вот в данном конкретном случае по педагогам, они идут в исполнение майских указов президента, где определены те категории специалистов, которые признаны на уровне государства, труд их, да, на сегодняшний день очень важным с точки зрения там, подготовки кадров, подготовки будущей смены, квалифицированной и так далее. Именно поэтому государство определило, что в первую очередь ускоренно будут расти заработная плата у педагогов. То есть вот в отрасли образования именно они. И действительно на сегодняшний день республика не исключение. Эта задача у нас безукоризненно исполняется в срок. И сегодня мы вышли на те показатели, которые, собственно, указами определены, что средняя заработная плата педагогов у нас теперь соответствует средней заработной плате в экономике. Но действительно возникла диспропорция между, она серьезная, на мой взгляд, между вот, заработной платой теперь педагогического состава, да, и так называемого обслуживающего персонала отрасли. Как я лично к этому отношусь? Я считаю, что это, конечно, подход, ну, не отвечающий, наверное, комплексному такому представлению развития отрасли образования. Потому что без вашего труда невозможен в нормальном виде квалифицированный труд педагога. Правительство республики будет делать свои шаги, помимо майского указа президента, которое, ну, конечно, исходя из тех возможностей, которые есть на сегодняшний день у республики, для того, чтобы эту ситуацию поправлять по тем категориям наших работников, работающих вот в отрасли образования, не только там, потому что такая ситуация не только в образовании складывается, чтобы вот эту диспропорцию уменьшать. Понятно, что все равно темпы роста заработной платы у таких категорий работников в бюджетной сфере, они, конечно, будут все равно ниже, чем у тех категорий, которые в майских указах зафиксированы, но они в обязательном порядке будут точно так же индексироваться. Пусть не сравнимые с учителями, но тем не менее. Рост, вот, решение по росту заработной платы у нас 1 октября произошло, там было 5,5%. В следующем году, мы сейчас считаем, бюджет республики, вы знаете, обсуждается с Государственным советом, и обсуждаются те решения, которые будут по повышению заработной платы в следующем году, кроме майских указов. И я думаю, что мы с депутатами сделаем все возможное для того, чтобы вот те шаги, которые необходимо предпринять, чтобы эту ситуацию исправить, мы обязательно сделаем. И, конечно, никто не забыл о важности вашего труда и никогда этого не забудет. Поэтому будем делать все возможное, чтобы эту диспропорцию убрать. Татьяна, задайте еще один вопрос. Да, Дина, спасибо. Кто еще готов пообщаться с главой республики? Да, пожалуйста, есть такая возможность, нам позволяет эфирный. Представьте, пожалуйста. Андрей Василий Михайлович. Добрый вечер, Вячеслав Михайлович. Я бы хотел задать вопрос, который интересует многих эженцев, и узнать ваше мнение. Проблема алкоголизации населения, эта проблема становится все более и более актуальней в нашей республике. Безнаказанно чувствуют себя представители торговли, торгаши, которые незаконно распространяют суррогат. Я знаю, что в России делается очень много по этой проблеме, и в республике то же самое делается. Я бы хотел узнать, насколько эффективно происходят эти процессы в нашем обществе, в нашей республике, и к чему мы должны, и какие результаты нас ждут в ближайшее время. Ну, действительно, к большому сожалению, сказать, что проблема там, вот алкоголизации, она там у нас в республике, ну как в целом в России, решена, наверное, было бы преждевременно. И тем не менее, вы абсолютно правильно сказали, достаточно много у нас в этом плане делается. Начиная с того, что
очень много решений мы только в течение прошлого года принимали на уровне республики по ужесточению правил торговли алкоголем. Мы ограничили продажу алкоголя и по времени, и по местам, где на самом деле возможно осуществлять эту торговлю. Мы ограничили возможности продажи спиртного в определенные праздничные дни и так далее. Ведется очень большая работа вместе и с Министерством внутренних дел, и с общественными организациями для того, чтобы в том числе пресекать незаконные формы, да, торговли алкоголем. Но здесь надо очень четко понимать, что одними запретительными мерами государства эту проблему не решить. И даже используя все мощности там, Министерства здравоохранения, потому что и реабилитационные центры, и центры, которые там, мы договорились о том, что попробуем, наверное, все-таки вернуться как в пилотном варианте к возрождению в том или ином виде работы вытрезвителей, потому что, ну, к сожалению, это требует сегодняшнее время. Но вот только такими мерами не справиться. Если общественность сама не будет впереди этой работы, наверное, результаты будут не те, на которые мы все рассчитываем. Потому что те, кто на сегодняшний день незаконную эту торговлю осуществляет, там, продавая молодежи незаконно спиртное, или там запрещенное время, или какие-то суррогаты, особенно это касается села, это даже не какие-то невидимки. Это буквально там соседи, предприниматели или, соответственно, торговые точки, которые там тоже всем известны. И если общественность не будет активно подключаться к этому, да, не будет помогать, в том числе и Министерству внутренних дел, и надзорным органам наводить в этом смысле порядок, то, вот, вернусь к тому, что говорил, результаты будут более скромные. Весь набор действий, которые, соответственно, необходимо там, ну, законных, нормотворческих, конечно, мы делали и будем делать. А результаты, я хочу сказать, этой работы, они есть. И они в том числе связаны с, там, ну, например, да, с уменьшением количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это очень большая тема, потому что большая часть этих преступлений, вот, когда анализ показывал, как раз совершена в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии наркотического опьянения. Поэтому свои меры, такие свои результаты, такие меры, которые сегодня республика предпринимает, дают. Но хотелось бы, чтобы результат был лучше и больше. Спасибо, Эжва. До свидания. До свидания. Уже есть следующий звонок. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Вячеслав Михайлович. Кораблев Андрей Вадимович, Сыктывкар, Республиканская детская больница, заведующий отделением новорожденных детей. Вячеслав Михайлович, за последние 1,5 десятка лет о перегруженности нашей больницы, о затруднительности, мягко говоря, соблюдения требований элементарного санэпидрежима было очень много сказано. Кроме того, это предмет нашей гордости, что мы в республике уже давно успешно выхаживаем детей, которые бы 10 лет назад были обречены. В частности, вот последние 2 года, как и вся Российская Федерация, мы выхаживаем детей с массой от 500 граммов. И, конечно, такие дети, кроме спасения жизни, в дальнейшем нуждаются в этапной реабилитации, в восстановительном лечении. А организовать на сегодняшний день все это, попросту говоря, ну, негде. Вячеслав Михайлович, в конце сентября премьер-министр Медведев подписал распоряжение об утверждении плана реализации государственной программы Российской Федерации развития здравоохранения до 2015 года. Этой программой предусмотрено формирование списка субъектов, где будут строиться новые корпуса для детских стационаров,
на условии федерального софинансирования. Ну, я думаю, что попасть в число 50, сейчас идет речь о таком количестве, из 83 регионов, это, конечно, дело чести для такого ключевого региона и авторитетного главы. Вячеслав Михайлович, пожалуйста, помогите в проработке этого вопроса. Естественно, что вот в частности наличие готовой проектно-сметной документации было бы очень важным козырем, аргументом для этого. Но, кроме того, 2014 год – это для детской республиканской больницы год знаковый, юбилейный, нам 50 лет исполняется. Пожалуйста, сделайте столь необходимый подарок детям республики и больнице. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Андрей Владимирович. Ну, я, во-первых, хотел бы поблагодарить в вашем лице всех наших медиков, которые делают все возможное и невозможное для того, чтобы действительно все, что касается детской медицины, чтобы нам за это было не стыдно, а нам действительно за это не стыдно. Результаты вашей работы, они говорят за себя, это правда. И условия, в которых и вы работаете, в которых должны, собственно, выхаживаться наши детишки, они должны, конечно, соответствовать всем сегодняшним современным требованиям. Но справедливости ради я хочу сказать, что мы ведь всегда вели, и сейчас ведем, и будем вести работу по тесному вот такому взаимодействию с федеральным центром в части модернизации здравоохранения. И если вот вспомнить вот этап, который мы уже прошли, то за последние 3 года мы от федерального центра на решение задачи укрепления материально-технической базы и ремонта, строительства получили порядка 3,5 миллиардов рублей. Если мне память не изменяет, более 150 миллионов на эти цели получила как раз детская республиканская больница. И здесь, собственно, и ремонты соответствующие проводились, в том числе и капитальные, и порядка, там, опять же, могу ошибиться, но около 100 единиц разного оборудования было закуплено в детскую республиканскую больницу, в первую очередь отделение, которое, собственно, как раз и выхаживает вот этих недоношенных детей. Поэтому, конечно, все, что возможно в рамках существующей вот базы детской республиканской больницы, по ее реконструкции, по ее, так сказать, обновлению, материально-техническому снабжению, мы, соответственно, делаем и будем дальше делать. До конца года, вот я просто напомню, что и теплый переход между перинатальным центром и ДРБ будет закончен. На следующий год капитальный ремонт, предусмотрено отделение реанимации, выхаживания новорожденных. Но при этом мы всю заявочную кампанию для участия в программе, о которой вы говорите, Андрей Владимирович, мы провели на сегодняшний день. Решения действительно на федеральном уровне сегодня пока нет по всем субъектам, кто в эту программу войдет. Но нами заявлены, по-моему, около 7 объектов, которые, соответственно, должны, с нашей точки зрения, мы считаем, попасть в программу софинансирования по строительству, по капитальному ремонту. И, конечно, все те действия, которые надо будет нам сделать для того, чтобы в программу попасть, они будут выполнены. Я, естественно, держу это на личном контроле. Все, что необходимо для того, чтобы у нас и дальше были такие положительные итоги в нашей демографии в республике, а я напомню всем нашим зрителям, это действительно гордость всей республики, что уже 3-й год подряд показатели рождаемости, превышение рождаемости над смертностью, то есть вот положительный итог демографии в республике, он наивысший на северо-западе, один из самых высоких в Российской Федерации. И это здорово. И на этой ноте переходим к следующему вопросу. Хорошо. Потому что звонки не прекращаются. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Уважаемый Вячеслав Михайлович, здравствуйте. Меня зовут Константин Александрович. Мы проживаем в Красном Затоне, в частном секторе. Вот. Мы являемся многодетной семьей. Вот на днях получили материнский сертификат в виде материнского капитала республиканский, за что вам огромное спасибо. У меня вопрос такого плана. Нельзя ли этот материнский капитал
пустить на улучшение жилищных условий в виде покупки отопительного котла или автономной канализации современно сделать. Потому что мы построили свой дом, как бы мне дальше строиться некуда. А вот улучшение жилищных условий у меня вот в моем плане как бы вот или котел купить хороший, пеллетный, современный, или канализацию хорошую, современную сделать. Вот нельзя ли это сделать? Спасибо. То есть, видимо, речь идет о расширении перечня тех направлений, на которые можно тратить вот эти деньги. Вот, очень интересный вопрос. На самом деле, действительно, перечень тех направлений, на которые можно направлять материнский капитал, республиканский, он, естественно, тоже на сегодняшний день там определен, но вот то, что касается возможности направлять его на улучшение жилищных условий, особенно вот в частных домовладениях, там, когда речь идет о частном доме, это, наверное, вопрос, над которым действительно стоит нам подумать, правительству, потому что условия, особенно для многодетных семей в этом смысле, конечно, тогда отвечает, условия, я имею в виду, траты этих денег, отвечает тем целям, собственно, ради чего этот материнский капитал-то мы республиканский задумывали. Поэтому, Александр Ильич, я возьму на заметку сейчас, да, на контроль, в обязательном порядке поручение дам службам проработать, и на какое-то решение, я думаю, мы в ближайшее время выйдем. Теперь обращаемся к скайпу. С нами на связи общественная приемная, филиал вашей общественной приемной в Печоре. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Меня зовут Екатерина, я из Печоры. Меня и моих друзей очень волнует вопрос, как в нашей республике найти достойно оплачиваемую работу, если наши работодатели предпочитают не местное население. Хотелось бы очень знать ваше мнение на этот счет. И вообще, каковы перспективы трудоустройства у молодых? Ну, и учитывая то, что буквально там неделю назад состоялась республиканская ярмарка вакансий, вопрос такой как раз актуальный, я считаю, да? Потому что ну вот в очередной раз, собственно, мы убедились в том, что тезис, что работодатели предпочитают не местное население, а вот пришлых, так сказать, работников, которых они там нанимают, на вахту привозят, он не совсем верен. И я объясню почему. Вот 16,5 тысяч вакансий на сегодняшний день, вот результат ярмарки вакансий, значит, которая состоялась неделю назад. Это в 3 раза больше, чем, собственно, у нас официально зарегистрированных безработных в республике. У нас есть четкое несовпадение того, что требует рынок труда. То есть работодателям нужны конкретные специалисты с конкретными профессиями, с конкретным уровнем подготовки, ради чего они готовы тратить деньги и на переобучение, да, на профессиональную переориентацию людей. Они готовы работать с тем трудовым вот ресурсом, который есть в республике. Но сегодня республика не может предложить этого квалифицированного трудового ресурса. В том числе и потому, что происходит, особенно это молодежи касается, к сожалению, разрыв между запросами молодого человека, да, который, собственно, только начинает свою трудовую деятельность, и теми возможностями, на самом деле, которые дает сегодня экономика. Ведь не секрет, что сегодня, беседуя с молодым человеком, вот, как правило, делаешь для себя вывод, что молодые люди себе представляют вот, процесс вхождения в работу, это по принципу «я хочу все и сразу». Мне вот просто интересно, что считает Екатерина достойной зарплатой, чтобы она просто цифру назвала, потому что мы, может, вообще все о разном сейчас. Может быть, но тем не менее, как жизнь показывает, этот железный принцип есть, что у каждого человека свое представление насчет того, что является достойной не только заработной платы, а достойной жизни. Недаром же народная поговорка говорит, у кого-то щи жидкие, а у кого-то жемчуг мелкий. Вот. Но тем не менее, хочу сказать, что сегодня достаточно много, и я это ответственно заявляю, да, вакансий на рынке труда республики, в
том числе высокооплачиваемых. Но они требуют определенных действий со стороны тех, кто хотел бы эти вакансии занять. В том числе перемещение внутри республики. То есть работа предлагается там, где она востребована, а не там, где зачастую человек хочет жить. И это разные вещи, потому что когда мы любим ссылаться на пример Запада, то на Западе, извините, человек едет за работой. Да, они там собрались, работают, снялись, да. И здесь других-то вариантов быть не может. А во-вторых, готовности человека переучиться, повысить свою квалификацию, может быть, кардинально изменить то, чем он занимался предыдущие годы, но ради того, чтобы получить достойную, интересную работу и получать достойную заработную плату, которая его устраивает. Вот для этого возможности сегодня есть. И задача правительства как раз свести тех, кто хотел бы, вот действительно хотел бы таким образом устроить свою жизнь, и запросы работодателей. А если просто, сидя на месте, рассуждать, когда же ко мне придет работодатель и меня счастливит, так никогда не было и не будет. Надо самому прилагать усилия к тому, чтобы сделать свою жизнь достойной. А государство должно обеспечить для этого условия. В том числе поэтому мы ярмарки проводим. Екатерина, ответил Вячеслав Михайлович на ваш вопрос? Спасибо большое, частично ответили. К сожалению, нам нужно двигаться дальше, потому что звонки продолжаются. Спасибо, Печора, до свидания. Принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Добрый вечер. Меня зовут Надежда, я из Сыктывкара. У меня, Вячеслав Михайлович, к вам вопрос следующего характера. Хотелось бы прояснить ситуацию по вопросу обеспечения детей местами в школьных учреждениях, прямо сказать, в детских садах. Вот у нас с мужем наконец-то удалось устроить ребенка старшего только, ему 2,7. Вот. Но сейчас мы уже ждем второго. Вот. И я очень переживаю, то, что смогу ли я с 1,5 года устроить ребенка в детский сад. То есть мне бы хотелось выйти на работу, так как семейный бюджет в нынешних экономических условиях достаточно необходимо работать своим родителям. Вопрос понятен, Надежда. Ну, во-первых, я хочу пожелать вам, чтобы обязательно у вас родился здоровый, крепкий, замечательный малыш. И хочу сказать, что понимая вот эту проблему дефицита мест в детских садах, правительство и принимало программу, которая направлена на решение этого вопроса. И на сегодняшний день мы за 3 года, хочу сказать, 24 новых детских сада ввели. Это и новых построили, и вернули те здания, которые куда-то там на сторону в свое время ушли. И, соответственно, реконструировали, обратно пустили. И вход, это 8,5 тысяч мест в детских садах мы сделали. И это же не все. Только в этом году мы 8 объектов, детских дошкольных учреждений вводим. 3 ввели, еще до конца года 5 введем. И дальше продолжаем строить. На сегодняшний момент у нас задача стояла в этом году полностью решить проблему с очередью для детей от 3 до 7 лет в детских садах. И расчетно мы смотрели, что порядка, по крайней мере, год начинали, 260 с небольшим ребятишек этой категории возрастной, ждали очереди в детские сады. В целом по республике. Да. И наша задача была в этом году полностью ее решить. На сегодняшний день, на начало октября, мы считали, что к 1 сентября закроем все, потому что нужное количество мест по республике в целом мы обеспечили. Но еще очередность остается, там порядка 90 с лишним ребятишек. Анализ показал, почему. Потому что, кроме всего прочего, идет внутренняя миграция населения внутри республики. В том числе люди переезжают из мест, где проблем с детскими садами нет, там избыток мест в детских садах, туда, где эта проблема и так существует. Из деревни в город. Да,
ну или там из города в город, потому что где-то есть эта проблема, где-то нет. Но тем не менее, вот учитывая этот анализ и те действия, которые мы в связи с этим будем предпринимать, к концу года мы эту проблему тем не менее решим. Это означает, что нам надо более тщательно подходить вот к прогнозированию ситуации дальнейшей. И следующий очень важный шаг — это как раз вот ликвидация очереди там, до 3 лет вот, ребятишек. И вся наша программа дальнейшее действий, строительство садов, реконструкция и так далее, на это направлена. И мы ее обязательно выполним, поэтому, Надежда, нисколько в этом не сомневайтесь. И вообще хочу обратиться ко всем будущим мамам в республике: рожайте, потому что без детишек нет будущего республики, а мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить вам, нашим семьям, и не только места в детском саду, для того, чтобы можно было родителям там работать, но и поддержка и в виде материнского капитала, и программ, связанных с улучшением жилищных условий, потому что это одна из самых главных наших задач, чтобы республика прирастала своими коренными жителями. У нас осталось время еще только на один вопрос, поэтому давайте послушаем телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Меня зовут Евгений Анатольевич. Я с Ижмы. И я бы хотел вопрос, у меня больше просьба, как вот реально нет в Ижме построить спорткомплекс, потому что имеющийся спорткомплекс, он относится к дому школьников, как говорится. И мало времени остается для взрослого населения, для занятий спортом, именно в спортзале. Вот вопрос понятен. Вопрос, да, спасибо, понятен. Вопрос понятен. Значит, программа строительства и реконструкции, опять же, да, спортивных объектов в республике, она продолжается, она очень масштабная. И годом спорта не закончится. Да, годом спортом не закончится. И мы, так сказать, следующий этап этой программы, вот ее разработки, она опять будет затрагивать 3-летний период, и он будет, конечно, основан на анализе вот той ситуации, которая в районах в первую очередь складывается. Здесь очень важно, чтобы руководство района провело всю необходимую подготовительную работу по обоснованию необходимости строительства тогда такого спортивного центра и обоснованию тех объемов финансирования, которые для этого требуются в профильном министерстве республики, когда, собственно, будет вот эта программа приниматься. Ну и, естественно, быть готовым к тому, что та проектно-сметная документация, которая для этого необходима, если решение будет принято, должна быть своевременно районом подготовлена. И тогда есть все шансы для того, чтобы этот объект появился в вашем районе. Осталось у нас буквально пару минут. Давайте уточним, а можно ли, пока суть до дела, использовать, скажем, школьные спортзалы для того, чтобы взрослые туда приходили, или взрослым ход запрещен в образовательное учреждение? Ну, во-первых, даже не можно, а нужно. Во-вторых, они действительно используются для этого. Но с моей точки зрения, они используются недостаточно эффективно. Потому что я понимаю, что сегодня состояние этих спортзалов в наших школах не самое лучшее. И это тоже один из элементов, который мы в новую программу будем вносить, это реконструкция школьных спортзалов. Потому что там не только дети должны заниматься в современных условиях, нормальных, да, но и тогда появится возможность и интерес и взрослого населения в то время, когда дети уже не занимаются, пользоваться возможностью вот этих школьных спортзалов. Ну, во-первых, это правильно, их надо загружать, имеющуюся инфраструктуру. А во-вторых, на самом деле это гораздо дешевле, чем говорить о каких-то громадных спорткомплексах, которые стоят совершенно других денег. Поэтому вот элемент наведения в порядок в использовании того имущества, которое он есть, это один из приоритетов нашей программы. Прямые линии вызывают всегда огромный интерес. Звонков шквал. Скажите, пожалуйста, что будет с теми вопросами, которые в эфире не прозвучали? Ну, во-первых, я хотел бы сразу заверить всех телезрителей, что все эти звонки, они же фиксируются. Да, конечно. Все вопросы, они должны быть переданы
мне для, так сказать, анализа, для ознакомления. Я хочу сказать, что вот все те вопросы, которые сегодня не прозвучали в эфире, но тем не менее поступили, мы обязательно дадим на них ответ в том или ином виде, но все ответы будут даны. Большое спасибо и до новых встреч в эфире на следующей прямой линии. До свидания.